Йоу, ребята, как жизнь молодая? Ташкент на связи. Сегодня 18 июня. С утра был дождь. Погода классная. Все цветет и пахнет. В Ташкенте сейчас акации цветут также. Запах стоит балдежный. Да, я кайфую от запаха цветущей акации. Тучи что-то разошлись. Довольно сильный дождь был с громом. Сейчас солнечно, жарко стало опять. Вот так вот. То прохладно, то жарко. Какие у вас новости? Откуда вы смотрите это видео? У меня есть одна новость. Я вчера в студии записал кавер на песню группы Firehouse When I Look Into Your Eyes. И залил на канал. Так что, кому интересно, добро пожаловать. Картинка оригинальная. Голос тоже. Вот, так сказать, первый блинчик. Проба пера. Так, поскольку подписчиков пока не набралось достаточное количество для проведения стримов, приходится записывать на телефон. Продолжаю делиться своими мыслями. В прошлый раз я говорил о том, какой я подход избрал для избавления от невежества. То есть выбрал отмываться от всего наносного, лишнего, ложно понятого. А сегодня хочу рассказать, с чего, собственно, я начал этот путь. Путь к осознанности, кто-то скажет. Ну, давайте поскромнее скажу. Путь к осознанию чего-то. Путь очищения от невежества. Начал я... Первое, от чего я стал избавляться, это, знаете, зависимость от мнения окружающих обо мне. В какой-то момент я понял, что это просто нелогично и разрушительно. Зависеть от чужого мнения. Ведь у каждого своя уникальная ситуация, уникальные обстоятельства, входные, включая входные. Вот. И сравнивать себя с кем-то, вот у того-то получше, а у меня похуже сложилось, как-то это неконструктивно и ничего, кроме наработки комплексов, на мой взгляд, не приводит. Вот. Это первое, от чего я отмывался, однако это со мной было годы еще. И мне приходилось частенько себя сканировать на предмет зависимости от чужого мнения, от чуждого мнения, если хотите. Вот. Приходилось, да, это анализировать, вообще чем мотивированы мои действиями? Тем, что как обо мне люди подумают, или тем, как я на это смотрю? Понимаете? Вот. И потихоньку стал от этого избавляться. Чужой, например, другой человек не знает мою ситуацию, мои обстоятельства жизни. И ему не дано понять, как мне это жить в моих условиях, понимаете? Вот. Почему именно у меня я сделал такой или иной выбор?
Я, исходя из своих собственных обстоятельств, сделал. А он судит из своей меркой, понимаете? Вот у него есть определенные установки, он считает, что вот так правильно жить для всех. Вот то, что он считает правильным жить для себя, и не обязательно, что он так живет даже. Но он считает, вот, что вот правильно жить вот так. И вот это пытается распространить на других людей. Порой не понимая, что у человека совсем другая ситуация, другие обстоятельства, и, соответственно, отсюда и другой выбор. Вот. Как я, например, для себя понял, что частенько в жизни все сводится обычно к выбору, какой выбор человек сделает. Даже если ему кажется, что он не хочет делать выбор или он не делает выбор, но он, тем не менее, все равно делает выбор. Вот. И понимаете, вот это зависимость от чужого мнения. Причем не обязательно, что люди что-то о нас думают там. Вот им делать нечего о нас думать, да. Вот как мы составить свое мнение о том, как мы действуем, правильно или неправильно. Это мне так кажется, например, что вот этот человек обо мне что-то может подумать плохо или хорошо, например. А может, он вообще не думает обо мне. Я ему не интересен, что ему делать нечего, что ли, думать обо мне. Вот. Это, то есть, одна из иллюзий. Одна из иллюзий, из которых состоит мировоззрение человека, понимаете, человека невежественного, нарабатывает иллюзии в течение своего взросления, скажем так, физического взросления. Потом уже начинается духовное взросление, вот о чем я сейчас говорю, свой опыт. Да, я как бы вырос физически во взрослого человека, однако духовное взросление не произошло со мной. Видите, мне пришлось самому это уже духовно взрослеть, то есть свое ментальное состояние подгонять уже, взращивать под физическую оболочку. Вот. И здесь в данном случае, конечно, избавление от иллюзий, опять же, избавление, вот отмывание от невежества, часть иллюзий, часть невежества, избавление от вот этих иллюзий и способствует, соответственно, человеку отмыванию от невежества. Человек становится чище, объективнее начинает воспринимать мир. Вот. Периодически приходится мне поглядывать на таймер, чтобы не превысить 15 минут. Приходится делать паузы. Вот. Как вы думаете, можете, если вам что-то созвучно, можете написать в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может, где-то я что-то не так понимаю. Опять же, это все мой субъективный опыт. Вот. Спонтанно сейчас говорю, также никакого без определенного какого-то сценария, только вот думаю о том, какие именно основные моменты хотел бы осветить, и вот взял такую процедуру, как бы в хронологическом порядке описываю события, как это со мной происходило. Вот. Да, я хочу напомнить также, что я до сих пор ищу компаньона или компаньоншу для совместного исполнения песен. Я сделал запись на канале, но пока никто не откликнулся. Вот. Если кому интересно, например, петь, пожалуйста, буду рад. Можете написать в комментариях. Если, например, кому-то, может быть, в реале захочется пообщаться, познакомиться, тоже буду рад, пожалуйста. Можете писать в комментариях. Вот, я как бы открыт для общения. Вот. Достаточно
считаю себя простым человеком, как раз-таки пытаюсь вот говорить простыми словами. Может быть, не столь доходчиво получается, однако пытаюсь говорить простыми словами. И почему вот частенько делаю паузы. С одной стороны, пытаюсь обдумывать, что именно я хочу сказать, да, чтобы не говорить все подряд. А с другой стороны, данная пауза позволяет вам услышать звуки, окружающие меня, вот, звуки природы, может быть, насладиться пением птиц или еще как-то. Вот. Можно понять из моих из видео, которые на канале есть, можно понять, что мне нравится гулять на природе, вот природа вот способствует, знаете ли, способствует размеренному обдумыванию каких-то моментов в жизни. Да, это тоже вот на протяжении лет я вот гуляю. Ну и, соответственно, вот гулял и обдумывал и иногда вот разные моменты. Вот это сродни в чем-то, может быть, медитативному состоянию, кто-то скажет. Ну, может и так. Не знаю, ребят. Я медитацией не занимаюсь. Вот. Хотя ничего против не имею, с уважением отношусь, кто этим занимается. Просто я через это не проходил, и мне нечего об этом сказать, какое-то мнение вынести, понимаете? Вот. Я лишь могу с вами поделиться мыслями о том, через что я проходил, вот, через что я прошел. Причем, знаете, вот доверие к словам человека, который через что-то прошел, да, вот чувствуете, что жизненно говорит. И еще такой момент, смотрите, ребят. Скажем, ну давайте такой пример возьмем, да. Вот человек работающий, у него одна психология, да, а у человека не работающего, например, другая психология, да. И вот, например, человек такой, как я, например, не работает, который, да, не работающий на кого-то, скажем так, он размышляет какие-то, да, там свои эти, дает мнение какое-то там. Кто-то может сказать, ой, этот, как его, философия там, это, ой, это, что он это там понимает, смотрите, видишь ли, что там безработный, что он может понимать, например. Однако, ребята, это опять же ввиду иллюзии, возможно, может появиться такое заблуждение. Человеку, который побывал по обе стороны какого-то явления, ему больше доверия, я считаю. Вот он и там был, работал, например, 20 лет, скажем. И на этой стороне тоже, в другой ситуации был. Не работал, например, сколько-то лет не работает. И вот делится своими какими-то определенными суждениями. Такому человеку я больше, его словам у меня больше доверия, потому что он по обе стороны медали побывал. Вот. А такой, например, который топит, вот, надо обязательно работать, мужчина обязательно должен работать, там, кормить и еще что-то, то все, у меня нет столько доверия к таким словам. Да, да, я могу не спорить, могу улыбнуться снисходительно. Однако это не обязательно, если я промолчал, это не обязательно, что я согласился, и что у меня нет своего мнения по этому поводу. Понимаете? Вот видите, уже 14,5 минут за это прошло. Ну давайте, первую часть я заканчиваю.